было, что это номер 1 спасемся еще? Ну, было такое чувство, потому что с греками там не спаслись, там на последних тоже что-то старались, но такого конкретного ничего не получилось. А тут я как раз заметил вот перед голом, что смотрю Горч, что он тут делает. Потом смотрю на табло, и осталось там буквально пару минут. Я думаю, надо идти под них. Там Горч и Грепис, и Рудни втроем. Я думаю, там какой-то отскок точно будет. Там, я помню, шел мяч первый, отскочила, и не мне. Я думаю, блин, ну неужели так не везет? А потом смотрю, как раз Горчу на голову. Я думал, он меня не увидит. Но увидел меня, сбросил идеально просто. А он говорит даже, что типа хотел чуть-чуть ниже. Ну, получилось так, сбросил, и получился как бы красивый гол. Как в целом впечатление от игры? В целом мне показалось, что мы с каждой игрой прибавляем. На самом деле вот такое чувство от всей команды абсолютно. Потому что каждый вот игрок. Вот сложилось такое чувство от начала цикла, когда мы начали с хорватами. Какая-то неуверенность, робкость. Сегодня, допустим, даже все цеплялись в этот мяч. Разыгрывал вратарь мяч. Они с хорватами ни разу не разыгрывали мяч. Сейчас разыгрывали, старались держать, в пас играть. И, ну, то есть какая-то уверенность пошла у всех. Сегодня сборная с другой тактикой сыграла, Тактика непривычная. Да, ну для меня она очень привычная, потому что эта тактика похожа на клуба тактику. Я играю в этой позиции как раз в клубе. Поэтому для меня она была очень привычная. Хорошо себя чувствую. Довольно-таки, да, комфортно в этой позиции, потому что сколько, 10 игр я сыграл, наверное, на этой позиции. Kaut kādā veidā, lai Ruņevs un Calni saņemtu bumbas tā kā ar seju pret pretinieku vārtiem, nevis kā viņi šodien to darīja, lielākā daļa bija ar maru muguru pret pretinieku vārtiem. Vēl ko, bet, nu, pamazam solīti mums ir jāmēģina uzlabot savu spēli un cerams, ka mums tas izdosies. Kā domā, kas jāizdara nākamajās spēlēs, lai rezultāts tomēr būtu pozitīvs, jo tomēr 3 spēles bez uzvarām? Es domāju, ir jācenšas neielaist tādu vieglu vārdu, kāds mēs šodien ielaidām. Un varbūt mazliet vēl agresīvāk jācenšas spēlēt laukumu vidusdaļā, lai pretinieks tik viegli nevarētu uzbrukt. Par Izraelu jau ir domāts? Es domāju, ka šobrīd visiem lielākais fokus būs tieši uz klubu lietām, un tad jau nāks Izraela. Vēl pirms tam ir, cik es savu noprotu, pāris draudzības spēles, un tad jau arī mēģināsim gatavoties Izraela. Nu, veiksmi Queen's Park. Хорошо. Если по игре скажем, конечно, могли выиграть 1-0. Если так закончится, обидно, конечно, пропустили. Если бы поигрывали и потом мы забили, конечно, по-другому я бы говорил. Ну, я думаю, нормально, ничья на выезде в Латвии. Я думаю, нормально еще. Этот гол, это больше мастерство или удача все-таки? Почему пропустили гол? Скажем так. Не знаю, наверное, и мастерство, и удача тоже. В конце легко забить. Я думаю, мастерство больше. Что там, были моменты, когда Латвия могла выиграть тоже игру. Что не хватало, может быть, для нашей сборной, по вашему мнению? Да, были моменты, и у нас был момент в первом тайме. И у них, я думаю, такая равная была, закономерная счет. Что ожидает от сборной Латвии в Грузии? В Грузии? Да. Не знаю, я 2 года назад, по-моему, поиграли там дома в Латвии. Сейчас постараемся обыграть. Насчет этого цикла, какие вам ожидания, какие цели, какие задачи стоят? Задача, конечно, всегда стоит выходить из группы. Начали неплохо, посмотрим, что будет. И такой мяч забыл, что, не знаю, если он 100 раз ударит, то тяжело попасться в клюбу. Наверное, это самый обидный результат вообще в отборочном. Ну, жалко, естественно, очень-очень жалко. Потому что, знаешь, выигрывали, хорошо играли. Пропускаешь мяч на последнюю минуту, знаешь, немножко. А какое впечатление соперник произвел? Ну, команда играла дома, знаешь, они старались в основном старались длинные передачи впереди.
физически сильные ребята, старались там на угловые, там штрафные. Ну, компактная игра. Хорошо, спасибо, удачи. Хабер, можно, пожалуйста? Vēlējos uzzināt par tiem komentāru par ielaistajiem vārtiem. Neko slikti, bet, kā tu likās, kas notiekās, kāpēc ielaidām to pirmo goliņu? Kas tie brīdī, ko negadījās? Mēs gājām ārā un viņš ar otro reizi ieskrēja iekšā un tur kāds no mūsiem aizķērās. Es tieši nezinu kurš, bet, kāds aizķērās un nesanāca mākslīgi aizmugur. Loģiski, ka zaudēja vārtus. Jūs tā kā veidojat mākslīgi aizmugur un nesanāca vienkārši, jā? Ne bez veidojuma, tas tajā situācija bumba iet ārā un visi iet ārā. Un, ja kāds aizķerās, un var redzēt, ka kāds skrien novērt. Spēles uzdevumu izpildījāt vispār kopumā? Mūsu uzdevums ir nospēlēt 100% savu iespēju robežās un parādīt, ko mēs varam uz šo brīdi. Protams, gribās vinnēt, bet, labi, ka nezaudējām šajā gadījumā, jo beigās mēs tomēr izrāvām niču un tas mums psiholoģiski tā kā vieglāk palika. Tu liekas, ka tā neizšķirts bija pelnīts? Es domāju, protams, jā. Bija pelnīts. Jo Gruzija neko neparādīja. Mēs gaidījām, ka viņi spēlēs kaut ko interesantāku, kaut ko labāk parādīs. Jo zinot, kādi viņiem spēlētāji labi ir, bet neko īpaši nerādīja. Tas, ka nebija Māris šajā spēlē, daudz ko mainīja? Taktika vienīgi bišķiņ samainījās. Bišķiņ taktika samainījās, un mēs spēlējām vienu uzbrucēju daudz pussargiem, un līdz ar to bumbu vairāk turējās. Kā tu vērtē Arķumu uzbrukumā? Cik ļoti viņš šķiet bīstams kā uzbrucējs, tev kā aizsargam? Viņam pagājām grūti, viņš vēl nav iedzīvojies komandā vēl tik labi, lai gūst vārds. Viņam bija šodien labāks moments, viņš nevar būt. Tukšos vārtos jāatrod, bet pieredze trūkst, un es domāju, viss būs kārtībā. Kā pats sev vērtē šodien? Šodien? Šovakar, jā. Varēja labāk nospēlēt. Es pēc Grieķijas spēles 3 dienas noslimoju un nejūtos īpaši 100% vesels un man trūka spēku beigās, lai tas ar manā spēlē kartiņu dabūju un tur pāršā izstāni visā labi nospēlēt. Paldies. Vienīgais.